Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, за ваши хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Подсказки ангелов на вашем жизненном пути. Загадайте, пожалуйста, на себя, обратитесь к своему ангелу и попросите для себя совет, подсказку. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, подсказочки. Мои хорошие, пожалуйста, помните, что отсыпка у нас общая, но раз вы попали на мое видео, значит для вас это важно, актуально, и здесь вы услышите что-то важное и полезное для себя. Так, мои хорошие, давайте начнем с того, что не клеятся отношения. У кого-то отношения, прям совсем с мертвой точки не двигаются. У кого-то отношений вовсе нет, да, ни с кем не познакомиться не можете, либо знакомитесь, но человек как-то себя ведет странно, да, там, не реагирует, либо ничего серьезного не предлагает. Да, вот я вижу, что здесь женщина, либо мужчина, вот кто меня смотрит, вы как в печальке находитесь. Очень хочется личного счастья, очень хочется быть семейным человеком, человеком в паре, любящим, любимым, да, этого хочется, а этого вы не получаете. Здесь ангел говорит: не спеши. Не спеши и не форсируй события. Любовь будет, счастье будет. Это все возможно, это все можно, это все тебе по судьбе. Но немножечко потом, немножечко попозже. Сейчас перед вами стоит задача себя полностью раскрыть и реализовать. Вытянуть из своих глубин какие-то потаенные возможности, таланты, скиллы. Вот чем вы должны сейчас заниматься. Не искать партнера, либо не ждать от партнера каких-то там ярких проявлений, шагов, а работать над собой, над своим будущим, над своей карьерой, работать, играть, да, со своими талантами. Очень хороший человек, очень перспективный человек, но видите, как не на то вы сфокусировались. Нет любви, нет отношений только лишь по этой причине. Никакого негатива на вас я не вижу, никаких там венцов безбрачия, никаких там воздействий на вас. Этого ничего нет. Есть вы, есть ваше предназначение, талант, способность, которую нужно просто развить. Вы поймете, о чем я говорю, буквально там в течение 10-15 дней. У вас идет какое-то очень хорошее предложение, которое вы получите неожиданно, да, либо ситуация, где неожиданно придется проявить свой талант. И вот кто-то увидит, скажет: да ты что, ты так умеешь, либо ты это знаешь. И вот на основе этого будет вам сделано предложение. Знаете, как пришло время занять свое место в этом мире, занять свое место. Причем место у вас почетное идет, чтобы вы для себя понимали. Карьера, реализация, потенциал, да, все это у вас придет. Как только вы займете свое место, в личной жизни у вас сразу все наладится. Да, кто-то должен устроиться на определенную работу, кто-то должен заняться определенным видом деятельности, кто-то должен где-то себя вот прям яркой звездочкой проявить. После этого все у вас прям замечательно пойдет. Если есть любовь, взаимная любовь, да, у вас все наладится, ваши отношения выйдут из тупика. Если отношений у вас не было, то вы познакомитесь с хорошим человеком, будет взаимная симпатия, сильнейшее притяжение, и начнутся прекрасные романтические отношения. Так что выдыхайте, негатива на вас нет. А что есть, так это ваша реализация. Пришло время действительно себя явить миру. Так, идем дальше. С левой стороны у меня здесь люди. Два человека,
может быть, они вместе, а может быть, они каждый по-своему, влияют на вас, влияют на вашу жизнь, на вас, на ваше мнение, на ваше восприятие, создают вам проблемы, создают помехи. Знаете, такие вредители, пакостники. Чем-то вы связаны с этими людьми, кто-то даже зависим от этих людей, либо вам кажется, что вы зависимы от этих людей. Все на самом деле не так. Знаете, как пришло время избавиться от тех, кто вам мешает, кто на вас давит, кто на вас влияет, кто делает вас слабее, кто отбирает ваш ресурс, отбирает ваши силы. Здесь вас призывают не молчать, не терпеть, а сражаться, биться за себя, за свое будущее, за свое настоящее. Да? То есть себя нужно отбить от этих людей. Если нужно будет действительно действовать, ну, скажем, такими методами, ну, не буду говорить агрессивными, скорее проявить бойцовские качества, то да, вперед, вперед, идет возможность действительно отбиться, причем в легкую отбиться, потому что эти люди не ожидают вашего отказа, отпора, не ожидают, что вы там выйдете из-под ихнего контроля. Действуйте, действуйте уже сейчас. Не позволяйте себя останавливать, сдерживать, либо обкрадывать по финансам, либо в энергетическом плане. Это постоянно происходит, как ежедневно происходит. Кому-то, кстати, пора переехать, съехать, может быть, да, либо перейти на другую работу, на другую должность. Подумайте об этом. Перед кем-то, возможно, придется закрыть дверь, да, больше не пускать этого человека в свой дом, в свою жизнь. Надо действовать, мои хорошие. Так, у кого-то очень шаткое положение в сегодняшнем дне. Шаткое, оно, скорее всего, по финансам. Финансы либо семьи в целом, либо финансы ваши личные. Может быть, какой-то источник заработка сейчас, не знаю, как поугас, попритих, да, уменьшился. Может быть, и ваш муж меньше стал зарабатывать, да, либо вот как-то в семью меньше денег стало приходить. Опять же, там инфляция, может быть, влияет. Влияют, может быть, какие-то изменения в экономике, да, вашей, например, страны, либо глобальной экономике. Ну, вы прям на себе это ощущаете. Как-то поскромнее вы стали жить, и вам это не нравится, и вы боитесь, что будет хуже, да, дальше будет хуже. Смотрите, здесь идет ситуация, ну, как всех она касается, не конкретно персонально вас. В кризисные моменты только вот самые ушлые люди ухитряются заработать на самом деле. Ушлые я не говорю в плохом смысле этого слова, да. Я говорю, что люди, которые способны на риск, на какие-то решения, либо действительно где-то с кем-то связаны, и как бы бояться им нечего, да, и рисковать им тоже не приходится. Но среди моих зрителей, к сожалению, нет таких ушлых людей, либо к радости, да, кому как. Но у вас идет, смотрите, ситуация действительно такого спада, но он не будет долгим, а потом идет опять рост. Рост, увеличение, прибавление. Если вы занимаетесь своим бизнесом, ну, как глобальная экономика, там, кризис в стране, он влияет, и ничего с этим не поделаешь. Это вас тоже как бы коснется, но на какой-то короткий период. Вот почувствуете на себе, не успеете вы там сильно расстроиться, да, и пойдут потихонечку улучшения. Так как график, да, сначала прямая идет вниз, потом она поднимается вверх. Если вы в семье и доходы семьи упали, то же самое, да, немножко надо потерпеть, подождать, знаете, как немножко затянуть пояса. Буквально тут, может быть, следующий месяц, да, либо там недельки через 4-5 идут улучшения. Улучшения, какие-то хорошие новости придут, может быть, какие-то будут приняты, не знаю, там, протекционные меры со стороны правительства, вашей страны. Будут улучшения, однозначно будут. У кого-то, я вижу, на работе, возможно, какую-то помощь будут оказывать сотрудникам. Прорветесь. Это не крах. Это просто немножко проседание идет. И оно общее, оно не только вас касается. У ваших соседей то же самое происходит. У ваших родственников то же самое происходит. Да, там, у знакомых такая же ситуация. Нет, это
Это не будет вечно длиться, и это проседание, оно кратковременно идет, вот поверьте мне. Вы, смотрите, как мне идет, да, вы сейчас просели, немножко еще в этой точке посидите, а потом потихонечку начнете выбираться. У кого-то получится прям выбраться и выбраться на несколько ступеней вверх. То есть доходы прежние вернутся, плюс еще и умножатся. Пусть незначительно, но зарабатывать будете больше. А у кого-то идет после спада идет какая-то бешеная востребованность вас, либо вашего партнера, когда человек начинает в разы больше зарабатывать, да, и вот кризис, он как помогает выйти с плато, да, и увеличить многократно свои доходы, денежные поступления. Кстати, кому-то после этого кризиса очень хорошая должность идет. Да, во время кризиса освободится очень хорошая должность, и вы с легкостью ее займете. Вы либо ваш близкий человек. Кризис поможет в карьере. Так, идем дальше. Кто-то из ваших знакомых будет уезжать. Уезжать и будет с вами прощаться. Знаете, как может отыграться, что человек уезжает из большого города в маленький, либо наоборот, из маленького городка в большой город. У кого-то человек уезжает в иммиграцию, да, либо в какую-то дальнюю, длительную командировку. Вам будет очень грустно прощаться с этим человеком, либо отпускать этого человека из своей жизни. Опять же, у кого-то, например, есть взрослые дети, которые так и скажут: мама, я уезжаю учиться, либо мама, я уезжаю работать. И вы ничего не сможете с этим поделать. Вам будет грустно, но вы будете отпускать близкого человека, родного человека, близкого человека. Мои хорошие, чем больше вы будете грустить, тем сложнее будет расставание. Не грустить надо, а радоваться за этого человека. Будь ваша подруга, друг, либо действительно ваш близкий, родной человек. Пусть поезжает, пусть устроит свою жизнь, пусть получит то, чего был раньше лишен, либо лишена. Вы знаете, сейчас идет грусть, а в будущем эта грусть сменится большой радостью за этого человека. Вот каких высот достигла, либо насколько круто поменялась жизнь этого человека. Да? Из минуса, например, до большой плюс. Ну, примите как должное, да? Не сопротивляйтесь. И вместо грусти лучше порадуйтесь за того, у кого жизнь меняется. Смотрите еще, что вижу. Не у всех. Вот есть пару людей, кто действительно сам будет уезжать, переезжать. И вам будет очень грустно расставаться с теми, кого вы знаете, кого вы любите, с кем вы дружите. Опять же, да, эти родные виды, краевиды. Сложно будет это все забыть, оставить. Такая грусть идет. Не грустите, не давайте Вселенной таких сигналов, что ох, я не могу расстаться там с любимым парком, с любимой подругой. Не надо этого делать. Будьте открыты всему новому, новым переменам, новым возможностям. Да? Вот этот переезд идет для вас во благо, либо эта командировка идет для вас во благо. Принимайте с благодарностью. Не грустите, а радуйтесь. Такая информация. Так, следующий момент касается женщин. И женщин, скорее всего, не свободных. Особенно вот девушки, кто в паре, в браке, там 10 лет, 15 лет, 20 лет. В вашу жизнь идет любовник. Мужчина, ну, по внешности, ну, такой обычный. А вот по харизме это что-то с чем-то. Безумные страсти ждут вас с этим человеком. И я вижу, что вас будет останавливать ваша совесть, ваше воспитание. Ведь вы же женщина приличная, да? Здесь такие муки совести, здесь такой накал страстей, знаете, как, ну, до слез прям, да, до слез. Хотите вы этого мужчину, и он вас хочет. Но есть обязательства, да, есть кольцо на пальце, есть штамп. И вы прям иногда будете чувствовать, что сходите с ума. Вот как поступить? И поговорить не с кем, да, вот не с кем обсудить, потому что страшно, да, страшно кому-то довериться в таком интимном, личном вопросе.
Значит, мои хорошие, мужчина к вам идет не просто так. Он идет к вам по судьбе. Он послан высшими силами, чтобы пробудить вас, вашу женственность. Благодаря связи с этим мужчиной вы настолько прокачаетесь в плане красоты, в плане уверенности в себе, в плане любви. Да? Вы настолько прокачаетесь, вы расцветете, как прекрасная роза. Да? Считайте, что идет садовник, правильный, умный, умелый садовник, который добьется цветения необычной розы, да, вас. То есть настолько будет за вами ухаживать, настолько он вас будет любить, стимулировать, что вы расцветете прекрасной розой. Девчонки, хочу отметить, что женщины, скорее всего, уже возраст 40+, 40 и дальше. Да, не хочу там цифрами манипулировать, да, но вот чтобы вы понимали, не молоденькая девочка, нет. Женщина, например, моего возраста. Мужчина вас, как говорится, распакует, снимет всю это лишнее шелуху, все эти там страхи, зажимы, неуверенности, там это увядание, которое вы сами себе там нарисовали. У вас сначала идет рассвет, буйство любви, красоты, здоровья. И второй момент, у вас идет очень серьезный приход по финансам. Вы почувствуете в себе уверенность. Кто-то из девчонок освоит новую профессию, кто-то начнет заниматься тем, что вы умеете. Добьетесь больших высот. То есть вам судьба в зрелом возрасте сделать стремительную карьеру. Карьеру, которая не только принесет вам деньги и решит ваш финансовый вопрос, но и вас прославит. И все благодаря этому любовнику. Что будет у вас с этим любовником? Ну, дружба у вас будет с ним. Как ни странно, да, страсти, они ведь конечны. Какое-то время вы повстречаетесь, да, садовник сделает свое дело, а потом у вас идет как охлаждение к друг другу и переход на новый уровень. И этот новый уровень будет дружбой. Настоящей преданной дружбой между мужчиной и женщиной. Так что, мои хорошие девочки, женщины, у вас все впереди. Зря вы на себе крестики уже нарисовали. Зря вы у себя там каждый день выискиваете морщинки. Вам еще цвести, доцвести, вам еще развиваться. И жизнь у вас вся впереди. Очень, кстати, классное предсказание. Девочки, еще раз, вам эти страсти будут даны не просто так. Это по судьбе, и это стимул, мощный стимул, который вас протолкнет по жизни. Вот кто-нибудь из девчонок сидит, да, ну, например, там девушка 50 лет, там, 30 лет замужем или там больше, уже чувства поугасли, она сама в себе тут чувствует угасание и думает, ну все, да, нигде не блеснула, ничего особо не добилась, все для семьи, все для детей, все для мужа, себе, как говорится, и вспомнить нечего. И тут идет к вам шикарный мужчина, который вас растормошит, пробудит, разбудит и, конечно же, простимулирует ваше крутое развитие именно по финансам, по работе по финансам. Так что это замысел судьбы. Вот так это воспринимайте. Но, конечно, старайтесь сохранять конфиденциальность, чтобы меньше людей знали о том, что вы состоите в этой связи. Вас многие будут спрашивать, а что с тобой происходит? Почему так сияют глаза? Почему ты такая шикарная, красивая? От тебя чувствуется эта уверенность, от тебя чувствуется сила вот любви, мощь чувствуется. А вы говорите, что вы спортом занимаетесь. Это отчасти будет правда. Ведь интим — это ведь тоже особый вид спорта. Так, еще. Здесь какой-то забор упадет. Забор между вами и кем-то. Знаете, как будто бы либо вы выстроили, либо от вас выстроили этот забор. Но не важно. Важно то, что придет время, этот забор упадет. Упадет и больше его не восстановят. То есть какие-то непримиримые отношения, кстати, могут быть и в семье,
также могут быть, там, например, с каким-то конкретным человеком, да, это все упадет, этого всего не будет. Вы не только помиритесь, но вы еще подружитесь, по-настоящему подружитесь. Так не идет. Так, еще мужчина, чей-то мужчина, либо вы мужчина, кто смотрит мою отсыпку. У мужчины соблазн вышел, очень серьезный соблазн. Опять же, это общая отсыпка. У кого-то идет соблазн на какую-то вредную привычку, например, алкоголизм, а у кого-то идет соблазн на другую женщину. Вам по судьбе это пережить. Будет нелегко, будет много искушений, прям, знаете, как оно в голове будет только одна мысль, да, что вот хочу. Но вы победите, вы это переживете. Вам по судьбе справиться со своим внутренним этим искушением, внутренним дьяволом. Вы это сделаете. Не ищите помощи. Никого не просите, никому не рассказывайте. Старайтесь самостоятельно победить это искушение. У вас все получится. Да, будет трудно, но это возможно. И вы это сделаете, я это вижу. После того, как вы это сделаете, у вас что-то по здоровью очень сильно изменится в лучшую сторону. Может быть, у вас какие-то заболевания есть, может быть, подозрения на какие-то заболевания, какие-то состояния не очень хорошие. Вот выгоните этого внутреннего демона, дьявола, да, у вас сразу идут улучшения. Улучшения такие мощные, вот прям себя очень хорошо будете чувствовать. Ну, надо справиться, надо. У вас потенциал просто шикарный. Вы шикарный мужчина, либо, девушки, у вас шикарный мужчина. Да, хочется помочь. Вот любимому человеку хочется помочь, но не надо. Он должен сам. Только лишь сам. Если вы будете помогать, либо кто-то будет помогать, ситуация может повториться. А если сам все сделает, все, как рукой снимет. Больше никогда повторов не будет. И здоровье очень хорошо наладится. Так, еще я вижу радость. Радость от какого-то исполнения. Какая-то мечта, какое-то желание, какая-то хотелочка у вас совсем скоро исполнится. И это будет знак того, что небеса вас любят. Знаете, как это произойдет? В момент, когда вы менее всего ждете, и, как говорится, ничего не предвещает, это исполнится. Мечта исполнится, желание исполнится. Вам на радость и на удивление. Ну, сигнал того, что небеса любят. Принимайте с благодарностью. Не забудьте поблагодарить небеса. Ну, конечно, желательно ответить добром. То есть вам небеса добро сделали, сделайте добро другому человеку. Как вам будет угодно, какой метод вы для себя выберете, подберете. Но главное, не забудьте поблагодарить и ответить добром. Это привлечет в вашу жизнь удачу и дальнейшее исполнение ваших желаний, ваших хотелок. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.